Добрый день. Вот уже ровно 12, пора отдохнуть вместе с рабочим полднем на телеканале Юрган. В студии Екатерина Борш, и начнем с небольшой порции новостей. 11-классники всей страны сегодня сели за парты, чтобы проверить свои знания по математике. Желаем успеха и удачи в написании единого государственного экзамена. Главное – расслабиться, тогда знания сами напомнят о себе. Еще сегодня Всемирный день блондинок. Обидные анекдоты и приклеенный ярлык глупышек белокурые красавицы компенсируют себе уже 12-м праздником. Между прочим, ученые говорят, что настоящая блондинка – явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Возможно, поэтому образ не совсем умных блондинок вполне устраивает, их надо беречь и опекать. А сейчас о том, как в республике идет год добрых дел. Сегодня Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара проведет анимационное представление, развлекательные игры и викторины для детей с инвалидностью. И доброе дело для себя. 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака. Тема нынешнего – табак – угроза для развития. В эти дни образовательные и медицинские учреждения уделяют этой проблеме внимание вдвойне. Профилактические лекции и тематические занятия, просмотры видеороликов и беседы о вреде табакокурения и потреблении электронных сигарет. Тем, кто не может справиться с губительной привычкой, самостоятельно подскажем. Сразу после окончания нашего эфира вы можете подготовить свои вопросы и задать их на прямой линии в общественной приемной главы Коми. С 2:15 до 3:15 дельные советы вы можете услышать из уст медиков. Телефон Сыктывкара 285-298. А в финале недели на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти тест на определение уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью специального оборудования, определить степень никотиновой зависимости и уровня мотивации на отказ от потребления табака, а также записаться на бесплатную консультацию к специалисту по отказу от табакокурения. Эта открытая площадка будет работать в фойе первого этажа по адресу в Сыктывкаре, улица Куратова, дом 66. Подобные акции пройдут во всех поликлиниках Коми, узнавайте в регистратуре. И современные методы. В группе Республиканского центра медицинской профилактики в социальной сети ВКонтакте запущен конкурс «Я свободен от курения». Принять участие просто нужно подписаться на группу, сделать репост записи о конкурсе на своей странице и разместить на своей странице запись с хэштегом «Я свободен от курения». Победителя ждет корзинка здоровья от одной из аптек Сыктывкара. Лично я считаю, что лучшая профилактика вредных привычек у подрастающего поколения – это личный пример родителей и насыщенный распорядок дня. Например, у спортсменов в целом этот график расписан по минутам. Сегодня у нас в студии спортсменки и тренеры по художественной гимнастике, и у них и поспросим по поводу их расписания жизни. Вначале представлю тренер по художественной гимнастике, мастер спорта России Елена Истомина. Здравствуйте. Доброе утро. Со своими воспитанницами Анастасией Смирновой и Ольгой Дмитриковой. Здравствуйте. И председатель местной спортивной общественной организации «Дети в спорте» Валентина Бестракова. Добрый день. Добрый день. Напомню нашим телезрителям, что работаем мы в прямом эфире 46 90 60. 6 заветных цифр. Вы можете их набрать и задать вопросы нашим гостям. Или, возможно, вы занимаетесь художественной гимнастикой и опять-таки хотите сказать, что не надо ходить в художественную гимнастику, там все сложно и вообще там дети себе все ломают. Или наоборот, вы считаете, что это очень здорово. Почему участвуйте в нашем эфире, звоните 46 90 60. Первый вопрос, который я хотела бы задать, если можно, я бы начала с девчонок. Возьмите, пожалуйста, микрофон. Почему художественная гимнастика? Вот почему вот ты пришла, Настя, и начала заниматься? Ну, я была когда в садике, у меня девочка там из группы ходила на художественную гимнастику, и она ходила, ну, в другие группы к малышам, показывала. То есть ты посмотрела, и тебе понравилось, да? Ага, а сейчас я хожу, а она уже не ходит. Вот так вот. За компанию пошла и осталась сама. Олечка, а ты как? Меня папа привел. То есть это выбор папы был. Обычно выбор мамы, а тут выбор папы. Да? Интересно тебе, не жалеешь? Или папа до сих пор заставляет? Не заставляет. Не заставляет. Вы почему? Вы
взрослые, уже тренером даже стали, то есть настолько серьезно для себя художественную гимнастику, как дело в своей жизни выбрали. Вот почему когда-то вот был выбор такой Именно сделан? гимнастики? Да. Меня как спортсменки или как тренера уже? Нет, как спортсменки сначала. Как спортсменки, а у меня гимна- точно такая же история, как у Насти. Моя соседка занималась художественной гимнастикой. Показывала мне всякие интересные штучки, которые мне безумно хотелось повторять. Но в силу своих знаний у меня это не получалось. Я очень слезно просила, чтобы меня записали на гимнастику. На что мама сказала: водить-то тебя некому. Думаю, ну надо что-то делать с этим. Говорит, давай так, если ты сядешь на шпагат, мы тебя отведем. И мне пришлось в течение месяца самой растянуться на поперечный шпагат. Это на при том, что интернета не было и всяких руководств, абсолютно, то есть самостоятельно по абсолютно. наитию получается. Чистая была моя соседка тренером, которая говорила, давай делай так. То есть она меня научила, я родителям выдала этот шпагат, они развели руками, отвели меня на стадион. Валентина, вы сами занимались художественной гимнастикой? Или вот, ну, мы откроем секрет нашим телезрителям, да, Оля, дочь, собственно говоря, или вот к художественной гимнастике отношение имеете только как мама? Я занимаюсь восточными единоборствами. Я больше карате, к силовым видам спорта. Но папа решил, что самый лучший вид спорта для девочек – это художественная гимнастика. И дополнительным образованием, именно спортом, занимался первые 3 года папа. Интересная же история была связана, да, с тем, как... С Олей очень интересная история. У меня и про Настю тоже есть история, почему-то она не умолчала. Ага. В летний период мы обычно занимаемся на улице, если хорошая погода. И у меня было человек 15, мы бегали возле школы на спортивной площадке, на что подходит очень спортивный мужчина и говорит, у меня есть дочка, можно я ее запишу на гимнастику? Я говорю, конечно, конечно, это был август месяц, с 1 сентября, пожалуйста, милости просим. Он записывает мануэр, разворачивается и уходит. Я говорю, подождите, а ребенку лет сколько? Он говорит, 2 года. Я говорю, нет, так дело не пойдет, давайте через год мы с вами спишемся. А почему, кстати, вот 2 года нельзя? Не смышленыш еще? Совсем уж очень маленькая, конечно, и пугать ее. Да и в 3 года мы их пугаем, но есть просто ответственные детки, очень, которые уже полюбили. Нас же пропагандируют гимнастику, они же все равно смотрят, им хочется и с ленточкой поработать, и с мячиком. Поэтому в 3 я еще беру, а в 2, конечно, это уж совсем маленькая. И в итоге выждал год, да, получается? Честно, выждал год, я удивилась, я думала, он забудет. Номер телефона висел на зеркале целый год, приклеенный. Так вот всё Оля, отвел. средний ребенок или старший? Средний. Вот с рождением 3-го ребенка у меня появилось свободное время. Мы уже смеялись над этим. Работа меня отпустила, и я с головой, с удовольствием погрузилась в спортивную жизнь дочки. А старший ребенок чем-то занимается? Старший карате, киокушин, сейчас ушел в туризм, спортивное ориентирование. То есть а подрастающий третий чем будет заниматься? Пока 2 если- года, пока никуда не взяли, занимается с папой самообороной, пока пытается кому-нибудь дать сдачи. А тренером? Почему все-таки Тренером? решили? Ну, это же Я ведь вообще сложно. закончила СГУ, физико-математический факультет. Я думала, раз я получила такой Так. сложный диплом, я Да. буду работать по профессии. Пыталась устроиться туда-сюда, без опыта работы не берут. Тут чисто случайно мне просто сказали, давай ты поможешь. На время, пока у меня не было своей основной работы, я решила помочь, и меня это затянуло на 15 лет. Ага. То есть у меня уже стаж работы вот 15 лет. Ну, все-таки сложно быть тренером по художественной гимнастике. Знаете, когда мне говорят, ты, наверное, устала, ты не то, что у тебя нет отпуска конкретного, да, даже если у нас лето, то либо мы выезжаем на сборы, либо это вот лагерь, как мы сейчас собираемся, либо это ты знаешь, что если ребенок в сентябре идет на соревнования, я не могу ее отпустить надолго. И поэтому у меня нет такого понятия, что я устала, потому что я не работу свою люблю. То есть выбери работу по душе и не будешь работать ни дня в своей жизни, да? Это точно. Все-таки клуб, да, дети в спорте, общественная организация, да, если правильно сказать. Зачем нужно было ее создавать? Ведь можно было вполне достаточно, как бы, вот так вот. Работать и Собираетесь, работать. да, Когда мы тренируются дети, поближе ладно. познакомились с Еленой Викторовной, вот, погрузилась во все эти проблемы, заботы, вопросы, стало ясно, что недостаточно занятий просто в рамках Центра доп. Образования. Чтобы мы получили рост, результаты, нам нужны были дополнительные помещения, дополнительные специалисты, хореографы, мастер-классы. В рамках школы, к сожалению, вот мы не могли все это предоставить. И вот возникла идея зарегистрировать свою организацию. И 31 мая, ровно год назад, мы получили документы на руки. Сегодня у нас день рождения. рождения. Вот замечательный подарок, что С мы одним здесь. годиком вас. Да. Это Нас только начало, поддержали. первые шаги. Да, первые шаги, но за год вот мы подвели итоги, что сделано, что получилось, чего достигли.
Наше самое главное богатство – это наши родители, наши дети, наш социальный капитал. За этот год мы сделали много. Мы провели 2 турнира собственных, детских. Это были турниры без проигравших. Каждая девочка могла постоять на пьедестале, почувствовать себя маленькой чемпионкой и получить свою первую медаль. Кроме этого, мы реализовали проект «Студия хореографии, танцев, гимнастики. Дети в спорте». Теперь наши детки, даже на каникулах, во время каких-то карантинов, мероприятий в школе, они всегда могут заниматься в арендованном помещении, заниматься с приглашенными специалистами. С нами работает действующая балерина театра оперы и балета. Также мы набрали вот малышей, которые в центре доп. Образования мы не могли набрать. Кстати, с какого возраста вообще принимаете? Вы все-таки с 3 лет или лучше 3. То есть если позже, приводит позже? мама и говорит, мы очень хотим, я говорю, давайте попробуем. Просто потом дальше, я честно говорю, работает ребенок, слышит ли он меня, старается ли она что-то повторить. Это важно, честно Ну, сказать, это важно, да? честно, конечно. Зачем я буду расходовать маме на свободное время, зная, что ребенок просто сидит на ковре? То есть таким мы родителям просто говорим, знаете, давайте попробуем через годик. А некоторые 3-летки, конечно, их единицы, они остаются. Наверное, нужно сказать, что и отсев есть, потому что внешняя красота гимнастики и то, что они делают на Красота тренировках, это всегда труд, любая совершенно красота, разные огромный вещи, да, не все дети готовы трудиться и пахать. Получается, Оля попала в 3 года, а Настя когда пришла? 6. Настя пришла в 6. Нечаянно ведь Достигла, Настя да. пришла. Больших Ее результатов. записали на танцы. Наш второй хореограф вот забыла. Микрофон. У нас телевидение, у нас все в микрофон. Я ходила в дополнительную школу, но перед школой Все правильно, там есть урок танцев, который ведет наш хореограф Хацкевич Еще Ольга один, да. Викторовна. Увидев Настю, она просто привела ко мне и сказала, она останется здесь, маме так и сказала, и больше нигде. С тех пор Она она будет с в нами. гимнастике. То есть у нее настолько хорошие данные, получается. Ну, Очень природные данные. но вот то, что вот разрыв это 3 года, да, прийти в 3 года и заниматься планомерно, одни достижения, наверное, прийти позже значительно. То есть для такого возраста это значительный такой. Успевает нагнать? Успевает. Во-первых, она пришла в таком возрасте, когда она уже, скажем так, поумнее. То есть она уже слышала меня с первого слова. Плюс все ее природные данные, которые она очень быстро сама развила, благодаря тому, что ей было интересно. С Ольгой мы год лежали на ковре, и папа это знал. И папа водил все равно, и говорит, она будет заниматься. То есть мы ее растолкали чуть позже. Разницы нет никакой. В любом случае ребенок достигнет своего результата, если он тренируется. Единственное то, что, допустим, в 4 года я уже могу выставить ребенка, который год отзанимался на соревнования. И другой случай, вот Настя пришла в 6, я не смогу ее выставить в 6, потому что она только начала. Другие дети уже показывают. Хорошие результаты, особенно на выездных соревнованиях маленькие детки очень показывают классные результаты. Тренировочный процесс, вот как он устроен, как часто нужно заниматься, продолжительность тренировки? Но так как мы не центр олимпийской подготовки, понятно, что детям тоже нужно давать образование. То есть половина дня у них это школьная программа, и оставшееся время мы стараемся их занимать в зале. То есть уроки делают, я уже боюсь спросить, когда. Но слава богу, вот у нас Настя отличница, Ольга закончила 1 класс без оценок, но, надеюсь, тоже очень хорошо. Будущая отличница, скажем так. Будущая. Есть у нас звонок, давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, у меня дочери 5 лет, и таких, конечно, пластики у нее природа ей не дала, она даже, скажем так, слегка с излишним весом. Вот можно ли привести к вам хотя бы, может быть, для какого-то общего развития, чтобы она немножечко позанималась? Вот такой вопрос у меня. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Вопрос очень замечательный, потому что мы берем абсолютно всех детей. На моем личном опыте, когда тренировалась я, да, у нас тоже был отбор, но знаете, вот из тех 30, которых нас отобрали, остались 2. И вот эти 2 добились результатов, хотя на нас никто не возлагал никаких надежд. Поэтому по своему собственному результату я беру любого ребенка. Если ты видишь трудолюбие самого ребенка и родителя, и если это все работает в команде вместе с тренером, я только счастлива. А есть же наверняка родители, которые приводят своих детей, ну, на самом деле, не ради результата, не ради каких-то там пьедесталов, а для того, чтобы сохранялась гибкость, пластика. Вы не Это ж поверите, какая- все родители, приводя к нам ребенка, они так и говорят. Мы Нам только приходим это, для да? себя, нам только надо прессик, спинку подкачать и все. А потом так втягиваются, что, конечно, уже остаются с нами надолго. Я кто никогда не остаются, они занималась надолго. художественной гимнастикой, и, конечно, мне очень хочется хоть немножечко попробовать. Вы можете для меня хоть какую-то часть занятия провести?
Возможно? Да, мини-разминку. Давайте. Давайте. Малую часть из того, что мы- делают девочки. Ну, я думаю, боюсь, что я не осилю, потому что я значительно позже, чем в 3 года пришла, да? На нашу площадку пойдемте, да? Девчонки, Вообще будете у нас- мне помогать, да? А вы к нам идите тоже. Любая тренировка, конечно, у нас начинается либо с пробежки, либо с прыжков на скакалке, чтобы хорошо размять свои мышцы. Но так как сегодня у нас минимальное время, мы покажем буквально пару упражнений. Вы так вот на таком расстоянии друг другу не будете мешать? Нет? Мне, наверное, придется разуться, да? Ну, идеально, да. Так, хорошо. Не разуемся. Так, Ну, первое упражнение – это сидя на полу. так. Ножки вытягиваем вперед, лопатки собираем. О, боже мой. Руки красивые, как крылья. Пяточки вместе, носочки врозь, что у нас в гимнастике называется птичкой. И тут мы разминаем свою стопу и укрепляем мышцы ахилла. Работаем носками на себя и обратно. Да, еще пальчиками в пол тянемся. А сложно, слушайте, пальчиками-то в пол. Устают, да, ножки устают, хотя упражнение, в принципе, И довольно-таки выгибать-то я легкое. так не могу. Теперь натянули ноги. Легли, что мы называем, особенно с малышами, бутербродик. Наклон вперед. Тут мы разминаем мышцы ног. Подколенную мышцу, приготавливая переднюю ногу к шпагату. У вас, кстати, замечательный наклон. Тяжело, слушайте, тянется. Не Вы, больно наверное, вот здесь? скрываете, что вы не занимались гимнастикой. Нет, нет. Хорошо, наклончик закончился. Перейдем к нашему позвоночнику. Ну, девочки проползут, как это они делают обычно. А можно я А мы просто не повернемся изящно на это живот. сделаю? Ножки натянуты. Руки ставим как можно ближе к себе. Разминаем поясницу, плечи направляем назад. О, боже мой, Что называется корзинкой. корзинка. Ну, это самая малая часть. У меня закружилась голова. Поднимаемся. Ох, позвоночник у меня не размятый, да? Так. Ну и мышцы бедра. Задняя нога разминается, передняя поверхность бедра. Мгм. То есть стараемся заднюю пяточку не разворачивать. Мышцы ног расслабляем, отлично. Ну и после чего обычно мы переходим в шпагат. Да, это не про меня. Ножки натянуты, Ага. спинка также ровная. Ну и после... Отлично, я бы сказала. Я думаю, нам Девчонки надо меня брать сейчас вас в засмеют. команду нашу. Взрослую группу, да, в гимнастике. Ну и продолжая разминать спину, прогибаемся это да. назад. Девчонки, сразу так получилось, когда пришли? Нет, это все через слезки порой делается. Да. Ну, красиво. Что-то еще по шпагату мы, да, приготовили? Шпагату. Как бы дальше вы разминаетесь, девочки? Мы берем, да. Ага, а я уже, если можно, вот шпагат, вот пока не доросла я до шпагата, поэтому... Ой, Носочки вот это вытянуты. да. Ну, понятно, что пуфики немножко маловато. У нас в зале есть приспособления повыше, да. Повыше. То есть, если они То есть их вот так достигают вот можно какого-то сложить, да? предела, мы пуфики поднимаем. Вот это да. Вот. Ну, это все было в ускоренном варианте за 3 минутки. Мгм. А так, сколько времени разминка занимает? Вообще мы разминаемся примерно час. Это включается и прыжки на скакалке, и общая физическая подготовка, прокачка всех групп мышц, и растяжка, Ага. ну и наши специальные упражнения для гимнастики. Ничего себе, час, и сколько же потом сама тренировка? Это только разминка, да. И еще часа И два-три? еще как минимум часа 2 тренировок. Ну, то есть все-таки должны быть сознательного возраста уже детки, да, чтобы Знаете, не то, что выдерживать. сознательно, мне кажется, они должны просто это дело любить. И неважно, сколько времени они будут проводить в зале. Ну, есть же наверняка те, вот, кто хотят родители, да, и тогда их нужно как, убеждать или увлечь? Первый год, да, я думаю, это просто надо увлечь, потому что действительно им тяжело. Просто тяжело. Ну, естественно, разминка – это важная часть, но как бы одна из частей получается, да. Самое красивое – это то, что уже делается на… Ну, сцена – это для артиста, а у вас Вы на знаете, у нас ковре, тоже да? это маленькое представление. Они тоже должны представить какую-то картину зрителю, чтобы им было интересно смотреть. Я предлагаю, мы Олю оставим здесь, она сейчас подготовится. Я уберу пуфик, вы присаживайтесь, и нам Оля покажет красоту. Я сейчас тоже убегу, чтобы не мешать ей. И ты у нас готова, Золотая, да? Музыку.
садись, а мы Настю отправляем на сцену, да? Ты пока готовься. Это же определенный набор элементов, он обязателен всегда, По да? правилам художественной гимнастики. Мгм. Музыку. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time. Спасибо, пожалуйста. Спасибо большое. Все-таки это и эластичность мышц, суставов, наверное, всего, да, гутоперчивость, я бы даже сказала, да? Ну и не без Какая силы мышц. То есть, сила имея растяжку, тоже. не всегда каждый ребенок сможет удержать свои ноги, не имея сил. Какая координация и баланс тоже, да? То есть, Согласна. девчонки, голова, наверное, не кружится никогда, да? А Это потом тренируется вестибулярный да. аппарат, да? Да. Вести-буби-буби-бу. А любимая часть работы, вот какая она? Что больше всего нравится? А вот в нашем тренировочном процессе, да? Само выступление? Ой, знаете, как это Соревнования. сложно? Это очень сложно. Мне кажется, это сложнее, чем обычная тренировка. Там уходит столько сил и энергии, даже просто на одну воспитанницу, просто за минуту 30. А Нервничаешь воспитанников сколько? полностью. А в зависимости от того, сколько гимнасток выходит на соревнования. То есть иногда мы выезжаем в количестве 2 человек, иногда это выезжает команда в количестве 12 человек. И ты каждый раз нервничаешь, как будто на ковре ты. А в клубе, ну, в организации сколько детей? Гимнасток. Вот, вообще. Гимнасток мы охватили пока около 80. Но это пока как тренер по гимнастике, просто я работаю одна. Но у нас в планах Ага. найти нам напарницу и еще расширить. Ну, все-таки получается, тренировки, конкурсы, да, сборы. Каким образом, куда сборы, как определяете, куда выезжать? Сборы здесь, в республике, или вот это выезд на самом деле всегда? Кому? Не всегда. У нас сейчас спортивная школа приглашает заслуженного тренера России Михаила Первых, замечательный педагог. И мы первый раз, вот у нас вчера только закончили сборы, принимали участие, очень понравилось. Будем ходить к ним каждый раз. То есть это не обязательно выезд. Но также и спасибо нашему интернету, когда тебе на электронку приходит куча всяких положений. И у нас просто уже есть выбор. Хотим мы туда, не хотим. Может быть, где-то уже есть опыт у нас. Да, мы Мы хотели можем бы, конечно, выбирать. рассказать. У нас за прошедший год девчонки побывали на сборах под руководством Амины Зариповой. Это заслуженный тренер России, тренер олимпийской чемпионки Рио Маргариты Мамун. Очень много впечатлений, такая воодушевление, мотивация, наверное, на ближайшие годы, когда приезжает к тебе олимпийская чемпионка, ты держишь в руках золотую медаль. Когда Амина Зарипова каждой девочке после выступления нашла нужные слова, лично вручала кубок, сертификат участия. Да, вот это благодаря тоже нашим спонсорам мы смогли позволить себе в этом году вывести девчонок на эти сборы. Какая-то теоретическая часть вот занятий есть? Ну, вот почему девчонки знают известных спортсменов вот в своей области? Это просто интересно, они сами смотрят? Либо это какое-то, может быть, домашнее задание, и вы изучаете, Нет, что вот надо кстати, вот об основные этом знать? сама никогда не задумывалась, откуда они все это знают. Наверное, потому что, во-первых, во время тренировочного процесса я все время сравниваю, называю какие-то фамилии гимнасток, привожу пример. А вы видели вот ту, как она делает? И плюс еще то, что они видео, наверное, просматривают сами и выбирают себе каких-то кумиров. Девчонки, расскажите, кто у вас кумир? Возьмите микрофон. Ну, поделитесь, или это секрет? Микрофон. Настя, ну наверняка же на кого-то нравится смотреть, да? И вообще, как смотришь? Вот это какие-то трансляции по телевидению или специально в интернете выискиваешь ролики? Нет. И то, и другое. А как вот отсматриваешь, думаешь, о, какой замечательный элемент, надо обязательно рассказать тренеру. Вот нервы сдают, ничего страшного. Да? Смотришь так?
Маргариту Мамон, Яну Кудрявцеву и Сашу Солдатову. Мгм. А вот Настя не ездила, наверное, уже повзрослее девчонки ездили, да, к Маргарите или как? Мы ездили. Тоже ездили? То есть ты Вдвоем видела? ездили. Да? А вот как вот, представляешь, вот со звездой сидишь рядышком, стоишь. Вот как эти ощущения? Да. Они очень ждали, когда зайдет Зарипова Амина в зал. Они приходят на тренировку. Нет, именно Амина, да, заслуженный тренер. То есть как сбор? Что такое сбор? Это огромный зал, поделенная площадка на 4 разных ковра. Одна группа занимается на одном ковре с одним педагогом, другая группа на другом ковре со вторым педагогом. Каждый педагог дает, значит, свои знания. И они постоянно, оборачиваясь на дверь, ждут, ну когда же зайдет Амина Зарипова, Амина Васильевна. И вот они дождались, они стали работать еще в 3 раза больше, потому что она подходила к каждой гимнастке и поправляла ее, и делала ей какие-то замечания, и наоборот где-то хвалила. И даже были такие ситуации, когда ребенок перенервничает, разревется, обычно это как бывает. Ты не можешь сдержать свои эмоции, выйди, пожалуйста, из зала, успокоишься, зайдешь. Она абсолютно по-матерински сажала к себе на коленки, обнимала, расспрашивала проблемы гимнастки, умела ее настроить на те такие слова, что ребенок тут же успокаивался и продолжал дальше свою У тренировку. взрослых бывают нервные срывы, а уж у детей, тем более при такой физической нагрузке, да, сложно удержаться. Все хорошо? Все здорово, да? К сожалению, пора нам прощаться. Я вас поздравляю с вашим годиком. Спасибо большое. Желаю успехов спортсменкам всем. И девчонкам своим передадите успеха, да, пожеланий, хороших сборов, хороших результатов, чтобы все удавалось. И вас, так же, как и вашего тренера, обязательно все радовало. Спасибо большое. Спасибо большое. За приглашение. Всего доброго. Спасибо огромное. На этом рабочий полдень не заканчивается. Мы на пару минут уступим эфир рекламе и блоку новостей. И в финале программы небольшой сюрприз ждет любителей оперного искусства. Спасибо, Женя. Да, мы продолжаем рабочий полдень. Я с удовольствием представляю гостя нашей студии. Это Владислав Попов, солист Центра оперного пения имени Галины Вишневской. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, что вы смотрели начало нашей программы, и в начале гостей я спрашивала, почему они выбрали художественную гимнастику, а вас я хочу спросить, а почему вы выбрали для себя пение делом жизни? Ну, я сколько себя помню, я всегда пел, что-то ходил, напевал еще в раннем детстве. Вот. И первым вообще услышала это моя бабушка. Сказала, что у ребенка-то резонаторы есть. Я тогда не знал, что это такое, и я просто ходил и пел. Вот. А вообще я учился в училище искусств на фортепианном отделении. Вот. Но где-то в курсе на 2-м, а мама, потому что бабушка говорила все время, надо, чтобы послушал профессионал. Я стал заниматься у вокального педагога Фомина Юрия Викторовича, солиста театра оперы и балета Сыктывкара. Вот. И вот перевелся с фортепианного отделения, где вот учился у профессора Воронецкой Эльвиры Васильевны. Вот. Перевелся на вокальное отделение, соответственно, и вот учился у Фомина. А потом... Как отнеслись к вашему вот такому зигзагу в училище? Ну... Спокойно? Ну, или все-таки... Сейчас я не знаю, но надеюсь, ты спокойно. Нет, ну я продолжал играть, конечно, на фортепиано сам. Да, это мне и помогло в дальнейшем при разучивании различных партий, романсов и так далее. Ну, у меня музыкальная семья, и, наверное, куда я пойду, понятно, что в детстве... Предопределено было, скажем, да? Да. Меня повела мама в это русло, а потом мне, говорю, вот с детства пел, мне просто это нравилось. Вот, и вот решил себя профессионально связать. Ну, наверняка вот телезрители уже по голосу догадались, что у вас очень низкий голос. Вы бас. Да. Все-таки это природа или можно, вот, может быть, бас наиболее ценный экземпляр для оперного искусства, и поэтому вот вы себя вот так специально? Или вот природу не обманешь, и вот есть? Я еще в детстве, учась в хоровой капелле мальчиков, пел самым низким голосом, это 2-й альт. Вот. И все-таки это природное. Если тебе природа дала такой голос, ты не можешь... Нет, ты можешь, конечно, переделать искусственно, но это все, конечно, будет не то.
потому что надо петь своим голосом и также говорить своим голосом. Вот. А как говорил Шаляпин, надо петь, как говорить. Ага. Вот. Ну вот выросли в Сыктывкаре. Да. Начальное профессиональное образование, по сути, начало своего профессионального образования получили тоже в Сыктывкаре, потом уехали в Москву. Да. Сегодня вы вернулись. Ради чего? На Ради самом какого деле, события? были давно мысли приехать спеть в родной республике. И так совпало, что вчера вот был спектакль «Царская невеста», Сыктывкар-Сатулыс. Да, мы нашим телезрителям рассказывали о фестивале Сыктывкар-Сатулыс и о том, что приглашенные гости есть, и те, кто никогда не был в республике, и, конечно же, наших земляков тоже приглашают. Вот вы... Было очень радостно и, с одной стороны, трепетно выступать, потому что... Родная публика. Ну, конечно, и дом, и, надеюсь, публика осталась довольна. Вот. А как принимают? Вы вот эту отдачу чувствуете? Вот как, вот, например, вы же ездили и не только по России, я, насколько понимаю, и за рубежом выступали. Я был, во-первых, поражен, что был полный зал. Вот. Значит, все-таки оперу и оперное искусство любят, и вообще театральное в республике. И меня это очень порадовало, потому что все-таки такой жанр нераспространенный, скажем так, ну, на общую, на... Ну, высокое искусство все-таки. Да, и было, во-первых, это очень приятно, и зритель очень тонко реагировал, и аплодисменты в конце общие, конечно, зритель благодарный. Вот, это очень порадовало, конечно. Я предлагаю нашим телезрителям услышать ваш голос. Может, конечно, не во всей красе, ну, в красе, скажем так, и фрагмент выступления посмотреть. Внимание. Ну, мне кажется, все-таки во всей красе. Вот бывают какие-то арии слабые, но не надо себя вот прям вот так вот выражать. Или все-таки должен выкладываться артист по полной в любом выступлении? Ну, в любом случае надо как-то стараться, да, на тот возраст, Есть на же то вот состояние. Сложнее, проще, наверное, арии, да, ведь? Конечно, есть нотный материал сложнее. Ну, проще я бы не сказал, что прям проще. Ну, если выражаясь так, конечно, есть сложнее, есть проще. Вот, и арии, и партии. Какую арию мы сейчас могли посмотреть? Это ария короля Рене из оперы Чайковского «Иоланта». Вот, это, кстати, запись была сделана на первом международном фестивале имени Галины Павловны Вишневской в Сочи. Вот. А, кстати, вот в любом случае опера – это настоящее театральное как бы, да, действо, и задействован не один артист. Вот работать с труппой иногда незнакомых людей, вот это тяжело? Или оперный певец, вот он, главное, чтобы у него свой был голос, и он со всеми хорошо и все исполнит? Ну, вы знаете, может быть, мне везло пока, но, в принципе, все люди профессиональные, и случайных людей, наверное, в опере, в театре я имею в виду, да, кто на сцене, то есть зритель, наверное, сразу же услышит, что тот поет или не поет. Но мне было вчера комфортно работать с коллегами, и как-то я, наверное, и то, что раньше я пел, не замечал. Может, мне везло с партнерами, не знаю.
Вот есть мнение, что сейчас центральные театры составляют в основном люди, которые приехали с периферии. Вот они более упертые, например, да, больше трудятся. Вот на самом деле это так, вот на ваш взгляд. Более голодный. Ну, конечно, я лично статистику не знаю, но, конечно, большую часть составляет, я не знаю, большую или, но много артистов с разных городов, из России. А Сыктывкаре, кстати, знает вот за пределами нашей республики именно в оперном искусстве? Ну, конечно, есть такой шикарный бас Владимир Ванеев. Мне посчастливилось даже один раз с ним на одной сцене петь. Тут на фестивале Ростропой еще в Москве был. Вот. Николай Путилин. То есть такие уже люди, которые и по миру поездили, и, естественно, по России, конечно. Республику по этим именам знает. Я напомню нашим телезрителям, что гостем нашей студии сейчас, прямо сейчас был солист Центра оперного пения имени Галины Вишневской Владислав Попов. И спасибо вам большое, что пришли, нашли время на это между репетициями. И я надеюсь, что не в последний раз вы к нам в республику приезжаете. Дай бог, конечно. И наши зрители еще смогут вас услышать, увидеть. Спасибо большое. Спасибо вам. Напоминаю нашим телезрителям, что нашу программу можно пересмотреть на сайте телекомпании jurgen.rf или посредством функции видео по запросу IP-телевидения Ростелекома. Рабочий полдень завтра в 12:00 посвящен Дню защиты детей. Мой коллега Северин Арпа проведет для вас праздничный концерт. Хорошего дня!